Уважаемые коллеги, друзья, рада вас приветствовать на сегодняшней встрече. Прежде всего хочу поздравить всех с праздником Курбан-айт, Курбан-айт құтты болсын. И назвать, озвучить тему сегодняшней встречи. Она будет посвящена генетическим исследованиям гидробионтов или рыбных ресурсов в Казахстане. Я постараюсь осветить существующие проблемы и перспективы развития, а также что делается в настоящий период. Пока будут формироваться ваши вопросы, я постараюсь вкратце рассказать, что сделано в этом направлении в стенах нашего института. Если вдаваться в такой некоторый исторический ракурс, то первые исследования в этом направлении проводились в середине 80-х годов. Работы были с карпом. Нашими сотрудниками, селекционерами, генетиками проводилась работа по выведению породы казахстанского карпа. При этом использовались методы химического мутагенеза. К концу 80-х годов было получено 5 линий карпа. К сожалению, до породоиспытаний дело не дошло, потому что политическая обстановка, экономическое положение в стране не позволяло завершить данный вид работ. Следующие, и на этом работы были приостановлены. Следующий этап работ пришелся на середину 2000-х годов. Руководством института в тот период была организована лаборатория феногенетики. Если вы помните, на прошлой неделе лектор Сая Куйшибаева, она говорила о том, что часть ее исследований была посвящена феногенетическим исследованиям осетровых рыб Урало-Каспийского бассейна. Так вот, в этой лаборатории в тот период как раз мы изучали фенетику и генетику осетровых видов рыб. Мы изучали, задача наших исследований была определить внутрипопуляционную генетическую подразделенность биологических групп или сезонных рас осетровых рыб. При этом мы использовали биохимические, методы исследований. Это анализ белков крови осетровых рыб, это трансферины, гемоглобин, альбумины. Результаты этих исследований были опубликованы в научных публикациях, в отчетах. Мы определили, что некоторая дифференциация она существует, но необходимо было продолжить эти исследования с использованием уже более современных методов, с применением ДНК, ядерных и митохондриальных ДНК-маркеров. А так сложилось в 2007 году, в начале 2008 года произошла очередная реорганизация в нашем институте, и лабораторию пришлось закрыть до лучших времен. И третий этап наших работ приходится уже на период 2012 года по настоящее время. В 2012 году руководством нашего института, а теперь уже центра, были инициированы программы по генетическому мониторингу осетровых видов рыб Урало-Каспийского бассейна. Эта тема была актуальна всегда, и как для нашей страны, так и для наших трансграничных прикаспийских государств. И учитывая резкое снижение численности осетров за последние 20 лет, традиционные ихтиологические методы требовали дополнения более точными, более современными методами в области генетических исследований. И нашей страной в Казахстане, также в Российской Федерации, программа генетического мониторинга она заработала.
В период с 2012 по 2015 год наши исследования по генетике осетровых рыб мы проводили с экспертной и научной поддержкой наших коллег из Российской Федерации. Это Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, коллеги из лаборатории молекулярной генетики. Была очень хорошая научная поддержка. У нас Алена, меня слышно? Отлично, меня слышно. Мне начать сначала, потому что я не могу понять. Вот я 5 минут проговорила вступительное слово. Я не знаю, слышно было мне или не слышно. Если не слышно, давайте я повторю все заново. Да, это что? Да, мне надо повторить или да, было все слышно? Мне повторить нужно предварительно то, что было сказано, или повторять, или дальше уже идти по ходу? Отлично, все было слышно, хорошо. Спасибо, коллеги. Тогда я продолжу свой, так скажем, экскурс. С 2012 года по 2015 год мы проводили генетические исследования при поддержке наших российских коллег. И работы проводились в Москве. Вот этот опыт, который был накоплен за этот период, дал нам основание для разработки программы и открытия программ научно-исследовательских работ с последующим открытием лаборатории генетики гидробионтов уже в стенах нашего института. И в 2016 году при поддержке одной из нефтяных компаний нами была сформирована наша лаборатория. Был закуплен современный приборный парк, и уже с 2016 года все генетические исследования гидробионтов Казахстана проводятся в стенах нашего института. Конечно, поддержка, мы не отказались от сотрудничества с нашими российскими коллегами, и все наши работы, которые мы проводим в этом направлении, мы консультируемся, обмениваемся данными, и идет всегда всесторонняя поддержка. Я смотрю, пошли вопросы. Вот такой краткий ракурс. А теперь давайте я буду, наверное, на вопросы отвечать, так как время идет. Рачок Артемия. Проведен ли генетический анализ этих объектов? Да, с рачками Артемия мы проводили исследования в 2016-17 годах. Был очень широкий охват водоемов, где обитает этот рачок. Мы исследовали Артемию с заливов Аральского моря, залива Каспийского моря, водоемов Северного и Восточного Казахстана. Задача наших исследований была оценка генетического разнообразия популяции рачка, а также видовая идентификация. Результаты показали, что вся артемия, которая обитает на территории Казахстана, относится к партеногенетической группе, и она достаточно полиморфна. Причем генетическое разнообразие, те генотипы, которые содержатся в водоемах Восточного Казахстана, в рачках, в генах рачка, простите, и причем генетическое разнообразие, оно настолько широкое, что мы увидели, что поток генов
даже увидели по тем локусам, которые мы исследовали, что поток генов шел от Аральского моря через Каспийское, и водоемы, эти же генотипы мы встретили среди популяции рачка севера и востока Казахстана. То есть была проведена оценка генетического разнообразия. Эти исследования продолжаются, потому что Артемия, она очень актуальна как объект аквакультуры, и я думаю, что в перспективе мы эти исследования продолжим. Какие вузы... Посмотрите вопросы. Хорошо. Сейчас смотрим. Какие методы применяются в генетических исследованиях рыб в Казахстане? Мы используем ДНК-маркеры, это микросателлитные локусы и митохондриальная ДНК. То есть митохондриальная ДНК имеется в виду, мы не весь митохондриальный геном используем, а определенный ген. Это есть такой контрольный регион D-петли, он очень консервативный регион, консервативный полиморфный регион, который используется для оценки генетического разнообразия всех видов рыб, а у осетровых также этот регион используется для видовой идентификации. Ну и микросателлитные локусы – это ядерные маркеры, по ним можно оценить все генетическое разнообразие, касающееся ядерного генома. Так, по Артемии я уже ответила. Какие вузы готовят специалистов? Вы знаете, что сказать, относительно специалистов, здесь вопрос такой сложноватый. Почему? Потому что специально генетиков, которые исследуют рыбные ресурсы, таких генетиков нет. Насколько я знаю, в нашем университете, в Казгу имени Аль-Фараби, есть кафедра генетики рыб, там специализируются на различных объектах. Вот я больше не знаю, чтобы вот где-то так специализированно именно генетиков готовили. Но я сама, например, по образованию не генетик, я биохимик. Здесь, я думаю, важно понять самому исследователю или тому специалисту, который хочет заниматься в этом направлении, понять, поставить для себя какие-то определенные задачи, цели и двигаться в этом направлении, потому что сейчас очень много информации, много литературы, и если есть такое вот какое-то базовое образование биологическое, то можно на все это базовое образование нанизать все те знания, которые вы можете получить из дополнительной литературы, которая есть в свободном доступе. Поэтому я думаю, что здесь, чтобы научиться этим методам, надо терпение, желание, ну, наверное, и приходите к нам учиться. А вы из дома ведете эфир? Да, я веду из дома эфир, да. Если это кому интересно. По методам я ответил. Здравствуйте, здравствуйте. У вас большая лаборатория? Ну, как понять, большая лаборатория? Нет, она, наверное, небольшая лаборатория, но если оценивать по вместимости людей, то в лаборатории могут работать 3 человека. То есть 3 человека свободно могут работать. То есть так, я не могу сказать, большая она или маленькая. Для меня она достаточно большая. Для кого-то, может быть, она показаться маленькая. Что такое масс-паспорт и чем он отличается от индивидуального генетического паспорта? Ну, мы знаем, да, что, вернее, те, кто знаком с генетической паспортизацией, это работы в этом направлении в Казахстане ведутся в основном с осетровыми видами рыб. Генетический паспорт – это такого рода документ, который выдается индивидуально
на каждый вид, на каждую особь каждого вида, если это касается каспийских осетровых, то есть чистых видов. Это русский осетр, севрюга, белуга, шип, стерлядь. Генетический паспорт, индивидуальный генетический паспорт состоит из двух таких больших разделов. Одна часть включает морфобиологическую часть, где описывается размер, вес, пол, также метка генетическая, номер генетической метки, происхождение рыбы. Вторая часть, она, собственно, состоит из... Вторая – это генетическая часть, которая включает два таких блока. Это анализ микросателлитных локусов, и второй – это последовательность, нуклеотидная последовательность контрольного региона D-петли, по которой вы можете понять какой-то вид, к какому виду относится та особь, которая указана в генетическом паспорте. Это все, что касается индивидуального паспорта. Масс-паспорт, он выдается на стада, которые такие более однородные стада. И в основном это сибирский осетр, то есть все те виды, которые обитают вне Каспийского бассейна. В основном это стада сибирского осетра. Берется рандомная выборка, где-то, например, 500 особей состоит маточное, из 500 особей состоит маточное стадо, берется где-то от 30 до 50 особей, проб. Эти все особи, естественно, генотипируются, и выдается один паспорт, где включаются общие данные, то есть данные всех этих 50 особей анализируются, сравниваются и выдается, если это мы видим, что это достаточно однородные данные, мы делаем один паспорт, в котором прописываются все данные, которые мы получили в результате генотипирования данных особей. То есть мы говорим, что это выборка, что это стадо достаточно однородное, показываются размеры микросателлитных локусов, показываются данные по митохондриальной ДНК. И такой паспорт выдается на целое стадо. Вот этим, собственно, отличается. То есть здесь, если индивидуально, то есть это на каждую особь, а если это масс-паспорт, то это выдается один паспорт на стадо. Праздником, спасибо. Можно ли в вашей организации пройти стажировку? Да, я думаю, можно пройти стажировку, но здесь это нужно связываться через наш информационно-аналитический отдел, через сайт, узнать, сколько это будет стоить и когда возможно пройти эту стажировку. Единственное, у меня лично такая просьба, к стажировке нужно быть готовым. То есть приходить не с чистого листа, вот я пришел, хочу научиться, а иметь какой-то понятийный аппарат, чтобы мы не тратили время при прохождении, при обучении вас каким-то методом, да, на те вещи, которыми вы должны уже владеть при прохождении данной стажировки. Если вы готовы к этому, то есть освоили какие-то азы, у вас есть какие-то базовые знания, пожалуйста, приходите, просто надо будет договориться по времени, по стоимости, и мы готовы обучить и провести стажировку специалистов. Генетический анализ осетровых реки Урал, что делается в этом направлении? Но я уже до этого говорила, небольшой такой экскурс у нас был исторический. Что делается, повторюсь, мы с 2011-2012 годов начали генетический мониторинг осетровых рыб реки Урал. Собирается у нас с этого периода собирается и уже собрана, сформирована база данных генотипов тех особей, которые
заходили на нерест в реку Урал. Мы знаем, да, что с 2010 года в Казахстане объявлен мораторий на коммерческий вылов осетровых, и сейчас искусственно вылавливать осетровых в реке Урал могут только наши осетроводные рыбоводные заводы. И вся та информация, которая у нас есть по генетике, по состоянию, по генетическим исследованиям, мы получаем от того материала, который мы собираем на этих заводах. По количеству производителей, по размеру, по массе, по половой структуре. Эти данные все получаются с заводов. То есть у нас, так как у института лимита нету, мы научного лимита на вылов осетровых рыб, мы все свои исследования проводим на наших осетроводных заводах. Если сказать по генетической структуре осетровых рыб, то за 8-9-летний период мы не наблюдаем резкого падения генетической изменчивости осетровых рыб реки Урал. Конкретно я сейчас говорю по севрюге и русскому осетру. По белуге данных мало, потому что производители белуги регистрируются не ежегодно, поэтому дать объективную оценку о том, что происходит с генетической структурой этого вида рыб, я не могу сейчас. А относительно севрюги и русского осетра, да, несмотря на низкую численность, пока генетическое разнообразие этих двух видов сохраняется. А вот вкратце все, что касается генетики осетровых. Да, и еще хочу сказать, что на одном из заводов формируются ремонтно-маточные стада русского осетра и белуги. Это завод Урала, Атырауский осетроводный завод. И с 2014 года они начали формировать РМС осетровых видов рыб. К сожалению, с севрюгой РМС севрюги не формируется, потому что это связано с технологией содержания и выращивания этого вида рыб. Какие виды вы уже исследовали? Мы как бы исследовали и исследуем. Это осетровые, карповые сазан, карп, белый амур, толстолобики. Мы исследовали сиговых рыб из водоемов севера, востока Казахстана. В этом году мы исследовали линка, ускуча из озера Маркаколь и Удине из восточного Казахстана. Также мы провели исследование маринки балхашской, балхашского окуня, судака. То есть, в принципе, он такой достаточно, практически мы охватили, наверное, все, ну не все, но основные промысловые виды рыб мы охватили генетическими исследованиями. В каких лабораториях и организациях в Казахстане можно провести молекулярный генетический анализ? Молекулярный генетический анализ вы, наверное, имели в виду рыб, потому что молекулярный генетический анализ в целом можно провести в любой лаборатории Казахстана, где имеется приборный парк и специалисты. А если касается молекулярно-генетического анализа рыб и других гидробионтов, то, скорее всего, это можно провести в нашей лаборатории, потому что других специализированных лабораторий в Казахстане я не знаю, но и, насколько мне известно, ну, наверное, есть какие-то лаборатории коллективного пользования, но я не владею этой информацией и не могу сказать, проводится ли в таких лабораториях генетический анализ рыб.
Так, если вам принести икру на анализ, вы сможете сказать, к какому виду она относится? Я думаю, что мы сможем, если вы нам принесете икру какого-то вида рыб, да, мы сможем определить, к какому виду она относится. Единственное, эта икра, она не должна быть, она должна быть в таком кондиционном состоянии, то есть она не должна быть, грубо говоря, стухшей. Да. Если она будет такая протухшая, то, естественно, мы не сможем выделить оттуда ДНК. Пожалуйста, приносите, сможем определить. Всех приветствую, привет. Где готовят специалистов-генетиков? Ну, я уже отвечала на этот вопрос. Где готовят специалистов-генетиков? Спасибо. Генетический паспорт рыб. Для чего он нужен рыбам? Ну, до этого я уже отвечала. Ну, наверное, я повторюсь, да, еще раз. Генетический паспорт, он прежде всего нужен для тех хозяйств, где содержатся ремонтно-маточные стада. В основном этот паспорт нужен для тех хозяйств, где содержатся осетровые виды рыб. Паспорт нужен прежде всего для того, чтобы, так как осетровые, вся продукция осетровых, она связана с экспортом и импортом, а мы знаем, что все виды каспийских осетровых вид входят в приложение СИТЭС, и то есть импортировать, экспортировать мы можем только с получением специальных разрешений. И сейчас в дополнение к этому еще требуется генетическая идентификация, да, то есть определить происхождение той продукции, с которой вы собираетесь возить или вывозить. Поэтому мы знаем, что для того, чтобы пресечь вот этот браконьерский поток продукции, которая у нас имеется, да, и подтвердить легальность происхождения, то есть остановить пресечь браконьерский доступ и подтвердить легальность происхождения продукции. Для этого нужны генетические паспорта. Это с одной стороны. И вторая необходимость такого паспорта – это зарыбление. Те хозяйства, которые хотят заниматься искусственным воспроизводством и последующим зарыблением чистыми видами каспийских осетровых, они должны иметь генетические паспорта тех производителей, от которых они получают, которые будут у них участвовать в искусственном воспроизводстве, для того, чтобы понимать, что они воспроизводят молоть там русского осетра, что это чистый русский осетр, что это чистая севрюга, что это чистая там белуга и стерлядь. Вот для этого нужны генетические паспорта, то есть для идентификации. Что, на ваш взгляд, должно найти отражение в новом проекте закона об аквакультуре касательно генетических исследований? Ну, я думаю, что в данном законе, во-первых, наверное, необходимо ввести вообще понятие о том, что вся продукция аквакультуры, она должна проходить генетическую идентификацию. Особенно это касается всей продукции осетровых видов рыб. Потому что мы очень часто с этим сталкиваемся, что одну продукцию, например, ту же икорную продукцию, выдают не за ту, которой она является. Поэтому, если на законодательном уровне будут отражены вопросы генетической паспортизации, молекулярно-генетического анализа ввозимой и вывозимой продукции, то я думаю, что это усилит, во-первых, это усилит все те мероприятия, которые принимаются по нелегальному вывозу, да, вот осетровой продукции в частности. Второе, наверное, это все-таки мы покажем, что наши исследования
в области аквакультуры, в наших исследованиях в области аквакультуры дополняются такими современными методами, и мы не отстаем ни от других стран. Поэтому я думаю, что генетический анализ, прежде всего молекулярный генетический анализ и паспортизация тех объектов, которые вводятся в аквакультуру, я думаю, что они должны быть отражены в законе, в данном законе. А сколько стоит провести анализ? Какой анализ? Генетический анализ очень такой абстрактный вопрос. Провести анализ. Я думаю, что стоимость, я не могу сейчас озвучивать в эфире стоимость работы по генетической паспортизации, по идентификации, например, видовой идентификации. Да? Я полагаю, что наш экономический отдел, он сможет дать вам расклад по стоимости молекулярно-генетического анализа. Через наш сайт можно связаться по телефонам, и они вам скажут стоимость молекулярно-генетического анализа. Так. Работа СИТЭС и генетические исследования, как они связаны? Они связаны напрямую, потому что я вот до этого говорила, что вся СИТЭС непосредственно связан в основном с осетровыми видами рыб, и все осетровые виды рыб включены в приложение СИТЭС, и без подтверждения, без видовой идентификации, без генетического подтверждения ввозимой и вывозимой продукции экспортер или импортер не имеет права вывозить или транспортировать продукцию. Поэтому здесь связь напрямую. В Казахстане мы используем в плане вот генетических исследований, Казахстан использует ту же методику, которая используется СИТЭС Российской Федерации. То есть мы здесь как-то унифицировали методику. Какие перспективы деятельности лаборатории генетики на новую трехлетку? Перспективы. Перспективы расширить, наверное, объекты исследования, да, использовать более современные методы, генетические методы. Мы сейчас разрабатываем как раз все эти трехлетние программы на будущую трехлетку. И так как я непосредственно участвую в разработке данных программ, я рассматриваю не только наши традиционные, скажем так, методика, но и более современные методы. Конечно, мы должны понимать, что все, что связано с данным направлением исследования, они требуют соответствующего финансирования. Потому что все новые методы, особенно касательно генетического профиля, да, скажем так, они дорогостоящие. Вот. И мы заложили в один из проектов, потому что мы не можем стоять на одном месте, надо в любом случае двигаться вперед. И в одном из проектов такие методы, более современные методы, скажем так, с использованием других молекулярно-генетических маркеров, я заложила. Я думаю, что перспективы развития они есть. Самое главное – это, наверное, желание, силы и кадры. Вот. Нужно ли иметь специальное биологическое образование для обучения генетическим методам? Желательно иметь специальное биологическое образование, потому что когда вы имеете, например, вы биолог, закончили кафедру генетики рыб, кафедру генетики, и приходите, например, в наш институт, в нашу лабораторию, конечно, мне будет с вами, так скажем так, с готовым специалистом работать проще. То есть
объяснив уже биологическую часть работ, а вы, владея как специалист методами, а я вам объясню биологическую часть работы, у нас такой получится очень хороший тандем, и работа пойдет намного быстрее, и тому специалисту, который имеет специальное биологическое образование, а если еще и генетическое, то это вообще ну, было бы идеально. Ну, к сожалению, сейчас такого нет, но хотя бы биологическое базовое образование было бы желательно иметь. Когда открылась ваша лаборатория генетики? Она открылась в 2016 году. Сколько стоит генетический анализ, например, паспортизация? Ну, я говорила об этом. Я не буду озвучивать в эфире, сколько это стоит. Вы можете связаться с нашим коммерческим отделом, экономическим блоком, через наш сайт. Там указаны телефоны. Я думаю, что они вам дадут полную информацию по стоимости генетической паспортизации. Атыравские осетровые заводы, формируют ли они РМС с учетом генетической структуры? Да. На одном из атыравских заводов, Урало-Атыравский осетроводный завод, формирует ремонтно-маточные стада. Это русского осетра, белуги, стерляди с учетом генетической структуры. Непосредственно наш институт и наша лаборатория оценивает, проводит генетический анализ и разрабатывает генетические паспорта для ремонтно-маточных стад. Какие виды рыб исследованы молекулярно-генетическими методами в РК? Ну, я уже говорила, это из карповых. Это мы исследовали сазана, карпа сазана, белого амура, толстолобиков. В прошлые годы мы исследовали судака, простите, мы исследовали из краснокнижных, это балхашского окуня, мы исследовали маринку, мы исследовали линка, мы исследовали сиговых видов рыб. То есть все, что касается сиговых, линка, маринки, мы проводили видовую генетическую идентификацию. То есть оценку генетического разнообразия здесь надо понимать, что видовая идентификация – это одна работа, а оценка генетического полиморфизма, изменчивости – это несколько другая работа. Но все это объединяется под одним названием молекулярно-генетические исследования. Есть ли отличия в отборе проб для генетического анализа традиционных методов в ихтиологии, гидробиологии и других? Да, есть. Так как для генетического анализа нам необходимо выделять ДНК из наших проб, здесь идет другая фиксация материала. Мы фиксируем наши образцы, то есть кусочки плавников, в 96% спирте. Для чего это необходимо? Для того, чтобы ДНК в этом материале она не разрушилась. Спирт очень сильный фиксатор. Он хорошо фиксирует, и данный образец в таком в спирте может храниться очень долго. Поэтому, конечно, есть отличия. Если проба не будет законсервирована в спирте, то выделить из сухого образца, если этот образец еще хранился, например, скажем так, не в кондиционных условиях, то будет очень сложно. Бывают иногда такие случаи, когда, например, нет под рукой ни спирта, ничего, но попалась такая, например, редкая какая-то рыбка, да, хочется взять материал на генетику, можно, но в любом случае, я думаю, что и у ихтиологов всегда найдется какой-то спиртовый материал, водка на крайнем случае. Надо протереть этот кусочек, образец там, протереть водкой, хорошенько высушить, завернуть там в бумагу
и просушить просто нужно, и убрать в какое-нибудь темное место. И желательно быстрее доставить в лабораторию. Такие методы, такой способ, он тоже имеет место, но в исключительных случаях, когда совсем ничего нету под рукой. И это касается именно плавников. Это не касается мышц там, или каких-то внутренних органов, это касается только в основном плавничков. Ну, может быть, костяшки можно какие-то взять, если совсем уж интересный экземпляр, но это исключительно. В основном фиксация идет 96% спирте. Протирается то место, место, с которого мы срезаем наш образец, то есть кусочек плавника, фиксируется, бросается. Естественно, все должно быть запротоколировано, пронумеровано для того, чтобы мы потом могли понять, от какого образца этот материал отобран, от какого вида рыб этот материал отобран, и мы это сможем понять, когда у нас есть и образцы, и протокол, и заполненный протокол. Есть отличия, да. Спасибо за развернутые ответы, было интересно. Да, я смотрю, вопросы практически завершились. Давайте, если есть какие-то дополнительные вопросы, задавайте, пожалуйста. Если же нет, то мы тогда завершим эфир. Я сейчас пробегусь еще раз, может быть, что-то я не охватила. По вузам. Да, я думаю, что я практически ответила на все интересующиеся вас вопросы. Коллеги, друзья, если у вас появятся какие-то дополнительные вопросы, которые вы не смогли там, или, может быть, забыли, может быть, вспомните потом, пожалуйста, задавайте. Я всегда в доступе. Можно писать на почту, можно писать на WhatsApp через наш информационный отдел. Я всегда открыта, доступна, задавайте, с удовольствием отвечу на все ваши интересующие вопросы. Спасибо за внимание, еще раз вас всех с праздником. Надеюсь, что это наш не последний эфир, мы еще увидимся. Хороших всем выходных. До свидания.